Доброе утро всем, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостан» в Ютубе, кто нас видит и слышит, кто делает это сейчас, именно в данный момент, и кто посмотрит нас в записи. Сейчас в Уфе 9 часов утра, сегодня среда, 28 августа, в эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы обсудим события прошедшего вторника, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас собеседником был социолог Арсен Нуриджанов. Напомню, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну и, естественно, мы будем вам очень благодарны, если вы еще и поддержите своими финансами с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts. Ссылки на эти сервисы в описании. Итак, давайте начнем обзор прессы. В Республиканском ожоговом центре скончался второй пострадавший во время взрыва на газопроводе Стерлитамакского нефтеперерабатывающего завода. Об этом агентству Башинформ сообщили в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Стало известно, что в больнице скончался один из трех пострадавших в ЧП в Стерлитамаке. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до 2 человек. Напомним, в результате от этого взрыва пострадали трое рабочих: 44-летний Ильдар, 50-летний Денис и 36-летний Евгений. У них были диагностированы термические ожоги всего тела, травмы ингаляционные и отравление продуктами горения и ожоговый шок. Их состояние оценивалось как крайне тяжелое и тяжелое. Вот, получается, двое из них уже погибли из трех. И по результатам вот этого, по факту этого взрыва, Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По предварительным данным, при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, газа и возгорания газовоздушной смеси. Вот в результате всего этого и трое человек и получили ожоги термические. Как всегда, тема специальной военной операции разными гранями проходит через повестку дня многих СМИ. Вчера телеграм-канал «Усы Пескова» сообщил, что шеф-редактор открытых медиа Ростислав Мурзагулов был атакован дроном в Курской области. Но для начала я должен пояснить, что открытые медиа входят в нежелательную организацию Open Russia. Вот, а сам Ростислав Мурзагулов внесен в список иноагентов. Так вот, что же произошло, как сказал телеграм-канал этот «Усы Пескова». Ростислав Мурзагулов, а также еще Петр Иванов, который также признан иноагентом, и Руслан Терехов, сотрудничающие с рядом независимых от властей СМИ, приехали в город Суджу. И там начали диалог с местными жителями. Начали, видимо, свою работу. Буквально через несколько минут после вот этого их появления между двумя автомобилями этой группы журналистской упал ударный дрон. Жертв нет, дрон не попал в цель, сообщает телеграм-канал, поскольку автомобили были защищены комплексом радиоэлектронной борьбы, создающим радиопомехи, избивающим дроны с цели. В итоге понятно стало, что, во-первых, сам Ростислав Мурзагулов оказался на территории Курской области, контролируемой вооруженными силами Украины. Вот. И он там что-то снимает. Вот. И об этом еще ранее писали и издание «Пруфы». Они сообщали, что Мурзагулов находится в Курской области, со ссылкой на его видео в Инстаграме. Инстаграм, напоминаю, это входит в организацию МЕТА, признанную в России экстремистской. Вот. И они процитировали Мурзагулова с этого видео, что он сказал прямо на видео, на камеру. А я думал, что не скоро еще в России побываю, сказал Ростислав Мурзагулов. Давненько не был в Курской области, лет 15. Тут неплохо, даже в чем-то идеально. Подробности чуть позже, со связью не очень. Интересно, да, получается, загогулина, что российский журналист въезжает на территорию России с территории фактически Украины, получается. И там работает. Он, собственно говоря, не скрывал, что он снимает ролики, допустим, на территории самой Украины. Было такое. Мы об этом даже рассказывали.
мы еще вернемся, потому что он в повестке дня появился еще в другом как бы ключе. Об этом чуть попозже. Пока по теме СВО давайте продолжим с новостями, которые с СВО. В Салавате отменили День машиностроителя. Об этом рассказала «Правда» ПФО. Вот. Как сообщил соцсеть глава Белорецкого района Андрей... Ой, Салавате, прошу прощения. В Белорецке, конечно же. Белорецке. Оговорка. Как сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта, значит, фирма, группа компаний, которая, собственно говоря, и хотела масштабно отпраздновать День машиностроителя в Белорецке, она как бы решила это все, а деньги, которые на это запланировала отправить на гуманитарную помощь пострадавшим жителям Донбасса, Белгородской и Курской областей. Ну, вот тут как раз мы и понимаем, почему эта новость имеет отношение к специальной военной операции. Вот, сотрудники предприятий поддержали идею помочь нашим согражданам, которые оказались в непростой ситуации, были вынуждены покинуть свои дома и теперь нуждаются в медикаментах, продуктах питания и теплых вещах, рассказал Андрей Иванюта. Ну, напомню, что это не первая смена. В Салавате ранее отменили праздничный вечерний концерт на День города. В Кумертау, Стерлитамаке скромно все это тоже решили провести. В Нефтекамске поменяли формат. Вместо праздничного концерта благотворительный провели. И там много мероприятий было, которые направлены именно на поддержку участников СВО. Ну и в мэрии Уфы немножко по-другому. Там чуть-чуть сократили как бы программу, но там поменьше звезд стало из тех, кого запланировали. Не всех пригласили. Но суть в том, что там тоже мэрия Уфы, когда анонсировала праздник, сообщили, что мы оставили только те мероприятия, которые наполнены смыслом и несут патриотический посыл. То есть тоже мы как бы учли особенности текущей ситуации. В связи с этим я хочу запустить голосование на нашем канале. Хочу вас спросить, как вы собираетесь праздновать юбилей Уфы? Напомню, у нас уже вот в эти выходные, 30 и 31 августа, вернее, начнутся юбилейные мероприятия в Уфе основные. Они посвящены 450-летию основания Уфы. 3 варианта ответа, пусть они вас не пугают. С размахом это означает, что вы полностью постараетесь посетить все праздничные мероприятия, как можно больше. Может быть, там устроите у себя дома большой какой-нибудь, я не знаю, там праздничный ужин. Будете гулять. Вот. Ну, то есть, первый вариант с размахом. То есть, ну, как по максимуму, условно говоря. Второй скромно. Ну, что-нибудь вы куда-нибудь, возможно, посетите, пока сами не знаете. Ну, может быть, посетите, может быть, нет. Может быть, одно от силы, потому что все-таки, ну, не каждый день к нам приезжает, там, та же, не знаю, Полина Гагарина, там, еще кто еще. По-моему, Басков приезжает, еще кто-то, группа «Пицца», помню. Не каждый день у нас устраивают всероссийские такие совместные выступления духовых оркестров. Наверняка это будет очень мощно, выразительно. Вот. В Черниковке будет концерт на площади перед Дворцом машиностроителей. Там тоже много людей будет. Поэтому, ну, какое-то мероприятие я посещу, но особо праздновать не буду. То есть скромно. Второй вариант ответа. И третий вариант ответа никак. Ну, как бы в данный момент праздновать не вижу смысла. Идут тяжелые бои, идут трудная ситуация в стране. Надо не до праздников. Лучше деньги, которые можно потратить на, не знаю, посещение праздничных мероприятий, там какие-то шашлыки-машлыки, отправить куда-нибудь, ну, не знаю, на помощь, условно говоря. Вот. Ну, или заняться другим каким-то делом. Собственно, семьей, например. То есть никак. 3 варианта голосования. Голосуйте в нашем чате. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А теперь продолжим опять тему СВО. Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова в своем телеграм-канале сообщила, что в Башкортостане это министерство вместе с профсоюзом госслужащих добавили в отраслевое соглашение пункт о выплате 50 тысяч рублей контрактникам. Ну, если конкретно, вот процитирую. При заключении контракта с Министерством обороны работнику будет единовременно выплачиваться материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий пункт появится в коллективных договорах организаций. Думаю, такая поддержка со стороны работодателей станет еще одним достойным наполнением комплекса мер поддержки наших героев и их семей. Вот цитата из
Ленары Ивановой. Ну, собственно говоря, тут как бы комментировать особенно нечего. Единственное, могу добавить, что не первое это министерство, которое, вернее, ведомство, организация в России, которая доплачивает участникам специальной военной операции, тем, кто заключает контракт. Напомню, ДСААФ заявила о такой мере. Они, по-моему, тоже 50 тысяч рублей доплачивают тем, кто рекрутирует. Не сам пойдет, а рекрутирует кого-то на специальную военную операцию. Были сообщения о том, что в МВД тем, значит, сотрудникам, которые сумеют как бы убедить задержанных ими правонарушителей отправиться на СВО, им тоже будут доплачивать некую сумму. По-моему, речь идет о 10 тысяч рублей, поскромнее немножко. Ну, вот как бы все в едином порыве стараются как-то поддержать тех, кто хочет отправиться на вооруженный конфликт. Вот. Ну и следующая большая тема, которую я как бы долго не хотел сам ее лично касаться, потому что там много таких подводных камней, но тем не менее, как сказать, раз обзор прессы и статья вышла, значит, я все-таки о ней расскажу. В издании «Пруфы» вышло большой материал. Одновременно он вышел в текстовом варианте и вышел в видеоформате. В текстовом варианте статья называется «Экстремист, иноагент, друг Хабирова и вопросов нет». Двоеточие. Издатель «Пруфы» Рауфа Рахимова ответила на обвинение ее в дискредитации армии. Вот. А в видеоформате есть такой у них формат «Сообразим на троих». Записали как раз, собственно говоря, на ту же примерно тему большое видео, часовое, если не ошибаюсь, с участием вот Рауфы Рахимовой и журналистов Марата Гореева и Рамиля Рахматова. Я, собственно говоря, само видео краешком глаза пробежал, посмотрел, что по тексту они примерно по сути совпадают со статьей, и решил просто на статье остановиться, на видео не приводить. Так вот, напомню вкратце такой бэкграунд, ну, саму как бы фактологию истории. На той неделе появились сообщения, что в отношении Рауфы Рахимовой появился некий административный протокол по статье административного кодекса, которое длинное название, но если коротко, оно сводится к тому, что о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, о дискредитации армии. Вот, о публичном. Где-то, значит, что-то кто-то человек опубликовал или сказал в отношении армии такого, что можно воспринять как дискредитацию армии. Вот. И некоторое время было непонятно вообще, есть этот протокол, нет этого протокола. Потом появилась карточка судебного дела, если не ошибаюсь, в Кировском районном суде, могу ошибаться. По-моему, да, в Кировском. Вот, что дело туда поступило 23 августа, в понедельник, 26 августа. Судья принял решение, во-первых, 23 августа, что нужно в этом протоколе что-то исправить, там, сделано с нарушениями. И, собственно говоря, надо вернуть этот протокол тем, кто его составил, получается, в органы МВД, вероятнее всего. Почему я говорю вероятнее всего? Потому что комментарий от МВД не получить не удалось. Вот. Короче говоря, тут мне интересное сообщение приходит, об этом я вам тоже расскажу в ходе программы. Вот. И 26 августа протокол в суд не поступил с нарушениями, которые, вернее, исправленные. Появилась в карточке дела запись, что протокол не поступил. Вот. Ну, тут же, через какое-то время, там, собственно говоря, в этот же понедельник появилась карточка дела новая в этом же суде. И там было написано, что назначено заседание по этому протоколу административному на 18 сентября. После выборов, получается, да? Оттянули. Вот. То есть протокол как таковой есть. Но с самим содержанием протокола ни я, ни другие журналисты, ни в том числе Рауфа Рахимова, не знакомы. И это неизвестно. И вот Рауфа Рахимова, собственно говоря, прокомментировала всю эту ситуацию. Тут очень интересные детали есть. Как вот пишется в статье, Пруфов, напомню, про эту ситуацию. Во-первых, журналистам получить подтверждающий комментарий от МВД не удалось. В ведомстве не подтвердили составление протокола. И суть обвинений неясна. Вот. Сам министр находится в МВД в отпуске.
И у них возник вопрос у журналистов. В курсе ли вообще он произошедшей ситуации, не составили ли протокол под давлением из Белого дома без его ведома? Ну, такой достаточно, наверное, все-таки важный вопрос. С одной стороны. С другой стороны, как бы вот еще детали, о которых тоже надо сказать, сообщить вам. Цитирую, что слова Рауфа Рахимовой. О том, что на меня хотят состряпать дело, мне сообщили источники в Белом доме за несколько дней, Белый дом Башкирии имеется в виду, за несколько дней до сливов в околохабировских телеграм-каналах. При этом из полиции повестки мне не приходили, никак меня не уведомляли. Составить протокол без моего участия само по себе нарушение. Да и вообще, как получилось, что в Белом доме знали о деле раньше МВД. Ну, то есть в МВД не знают, в аппарате главы Хабирова знают. По словам Рауфы Рахимовой, попытки дискредитировать ее выглядят парадоксально. Ну, она свои аргументы приводит. Почему парадоксально? Потому что лично я и наша редакция ничего противозаконного не делаем. Это цитата Рауфы Рахимовой. В особенности в эти сложные времена, когда мы со своей страной, со своим народом с первых дней мобилизации помогаем нашим парням в покупке необходимой одежды, палаток, питания и так далее. Наш Изгелек помогал подразделению ГРОМ МВД, помогали сколько смогли, перечислили помощь на сумму около 2,5 миллионов рублей, ну и помогли согражданам в Курской области. Ну, как бы на два примера приводит. Вот. И поэтому, по ее логике, дискредитировать армию она, в принципе, не могла. И еще одна цитата из ее, скажем, высказывания. «И преследовать тех, кто в такие непростые времена вместе со своей страной, это и есть настоящая дискредитация людей, любящих свою страну. Именно поэтому такие, как Руслан Габасов, потом нахально пишут, мол, сколько не поддерживая СВО, и тебя за дискредитацию привлекут». Ну, вот такая логика, напомню. Руслан Габасов, он и иноагентом признан, и еще внесен в список экстремистов и террористов. Ну вот, и тут же она, в общем, напоминает про Мурзагулова еще, про связку Хабиров-Мурзагулов. Напомним, он был его бывшей правой рукой, как она сообщает. Ну и вообще достаточно это было известно многим. Помогал он в пиар-компаниях различных, владел ситуацией в информационной среде в республике, как бы влиял, вернее, так будет точнее. Мурзагулов, напомню еще раз, он признан в России иноагентом. Вот, и как бы она там, ну и в этом интервью большом, и не статье, вернее, большой, очень много таких аргументов, что скорее Мурзагулов с Хабировым связан, чем я вот дискредитирую армию. Ну, суть вот этих всех логических высказываний. Плюс есть отсыл к тому, к той истории, когда Ради Хабиров работал в аппарате ее дяди Муртазы Губайдуловича Рахимова, который вроде как потом с ним рассорился, его выгнал там, или вернее он уехал из Башкирии, чуть ли не в багажнике. Такая история тоже распространена про Ради Хабира. И вот теперь Ради Хабиров мстит Рауфе Рахимовой за ее фамилию. За эту вот как бы старую историю, закрывает старый гештальт, скажем так, модными словами. Ну, очень большая статья, не буду все пересказывать. Еще раз напомню, можете зайти на сайт Пруфы, найти статью под заголовком «Экстремист, иноагент, друг Хабирова и вопросов нет». Издатель Пруфа Рауфа Рахимова ответил на обвинение ее в дискредитации армии. Либо посмотреть видео в этом... видео в Ютубе, либо ВКонтакте. Они сейчас тоже размещают проекты, которые называются «Сообразим на троих». Вот именно издание Пруфа. Так что вы там полностью всю аргументацию увидите. Вот, тем временем наша редакция сообщила информацию, и по большому счету вот это, и об этом я хотел обсудить сейчас с вами. На это мне сейчас поступают свежие сообщения, о которых я хочу сказать. Но прежде давайте, может быть, посмотрим на ваши сообщения, которые вы пишете. Итак, Мурзагулов, российский журналист, это ваша оговорка. Это, скорее всего, не оговорка, а ссылка, цитата из издания «Усы Пескова». Галина Гурентьева пишет: сколько матерей, жен, детей плачут, а некоторые гуляют. Ну, это, видимо, комментарий по поводу опроса. Как вы будете... Вот.
Напомню еще раз уж пришлось сказать, что идет голосование. Я вас спрашиваю, а как вы собираетесь праздновать 450-летие Уфы, юбилей Уфы? Три варианта ответа. Выбирайте тот, который вам больше по душе. Итоги голосования подведем к концу программы. Итак, следующая статья, которую, собственно говоря, выдала наша редакция, заявил, что за мою позицию мне угрожают. Наша редакция сообщила со ссылкой на самого журналиста Гаделя Шмуратова, что после того, как он начал вести канал в Телеграме, ему стали угрожать сообщениями в WhatsApp, звонками и, наконец, прислали траурный венок. За мою позицию мне угрожают, я переживаю за свою жизнь. Я начал вести канал в Телеграме и потом получил вот сообщение, где ему говорится: настоятельно рекомендуем вам поддержать действующую главу. В противном случае вас ожидает судьба как Фаиля. Фаиля, речь идет о Фаиле Алсынове, внесенном в списки экстремистов и террористов. Ну вот и получил в итоге он еще траурный венок себе под дверь поставили ему. Похоронный венок такой. Вот, собственно говоря, поэтому он прислал письмо в редакцию. Сразу скажу, каким образом источник информации и в каких условиях приходится работать. К сожалению, вся вот эта ситуация, она показательна именно для понимания законов журналистики. Вот. Итак, Гадель Шмуратов прислал письмо в редакцию. Мы его, собственно говоря, приняли на веру в каком плане. Там еще была запись аудио разговора. Как будто бы два чиновника разговаривают обо всем, в том числе упоминают имя Гадель, что типа вот по нему как работают, не работают. То есть такое косвенное доказательство. Плюс есть фотографии, скриншот переписки вот этой с угрозой и фотографии этого, собственно, похоронного венка. Но вот этих вот доказательств все-таки недостаточно для того, чтобы утверждать, что такая ситуация имела место быть. Потому что мы с самим Гаделем Шмуратовым не связались. Я пытался найти его телефоны, написал по этому адресу, откуда пришло письмо, что давайте созвонимся. Но вот в итоге, получается, вышла непроверенная информация. Я это могу честно признать, потому что сегодня утром сам Гадель вышел на связь, и мы решили с ним созвониться в течение дня. Он пишет, что ничего из этого не было, это был фейк. Вот. Это просто еще один урок, что законам журналистики надо быть подверженным, надо их исполнять всегда. А есть очень простой закон. Любую информацию нужно перепроверять. Любую информацию надо подтверждать из двух источников. Вот, как минимум, надо хотя бы как минимум переговорить с источником, убедиться, что это он прислал, да. Вот. У нас не получилось найти контакт. Сейчас Гадель сам вышел на связь, и мы, еще раз напоминаю, запишем с ним интервью по телефону и выдадим полную версию, как сказать, этих событий уже в течение дня, либо завтра в утренней программе. Вот. Но в связи с Гаделем Шмуратовым есть еще пару моментов, о которых я хотел бы сказать. Во-первых, сам Гадель Шмуратов действительно редактор газеты «Москон» он был до 2017 года, если не ошибаюсь. Но он критиковал там главу Абзелиловского района. Он даже устраивал митинги за его отставку. Вот. Ему пришлось уволиться. Потом он, значит, был журналистом. То есть с позиции редактора он восстановился на журналиста, работал там. У него такая, знаете, очень активная гражданская позиция. И я помню его по ситуации 2017 года, когда один из его подписчиков, жителей района, ему сообщил, что его выселяют из дома. А отец то ли многодетной семьи, то ли отец ребенка инвалида. Вот, судебные приставы пришли в дом и выселяют семейство, да. Журналист пришел, в выходной день это происходило, ну, чтобы как бы засвидетельствовать ситуацию, снять видео, спросить, что происходит, взял с собой удостоверение. Но, как положено, так сказать, по требованиям бюрократическим, естественно, в выходные никто ему не мог выписать редакционное задание, понятно. Ну, просто выходной день выполнял свой гражданский долг и профессиональный долг, по большому счету. Он эту ситуацию пришел зафиксировать. Его, когда выяснилось, что у него нет задания редакционное, судебные приставы применили к нему силу, его толкали и применили к нему электрошокер.
И часть всего этого попала на видео, которое он снимал. Вот. И он рассказал об этом редакции МКСЭД, где я работал тогда в 2017 году по телефону, а потом говорит, я могу вам видео прислать, но поскольку тогда не было возможности там через интернет видео прислать, оно весило достаточно много, он сказал, что пришлет флешку. Обстоятельства, как эту флешку доставляли, было тоже похоже на некий детектив. То есть приехала машина из района, встретились в районе центрального рынка, мне передали книжку, представляете, книжку, в которой внутри было вырезано отверстие, где была вставлена флешка. Вот такое это было на самом деле. После этого, когда мы увидели видео, запросили судебных приставов, мы рассказали об этой ситуации. То есть это было вот пример как раз, когда мы правильно все сделали, поступили. И второй момент, когда в моей журналистской практике я поддался на фейк, на провокацию, такое тоже было, я не скрываю. Когда я работал в редакции Пруфу, тогда назывался, сегодняшние Пруфы, мне мой коллега, журналист Николай Бажин, прислал видео, где возле Шихана в Стельтамаке ведется какая-то геологоразведка. Вот, и молодые люди идут к этим геологам, так называемым, спрашивают, что вы здесь делаете. Ну и на основании этого видео делается вывод, что вот начинается геологоразведка с Шихана. А тогда это был очень болезненный вопрос. Мы среагировали моментально, мы дали это видео, типа вот такое, что там на самом деле это происходит. А это оказалось подстановкой. Была театральная постановка. То есть вот реально все люди разыграли. Сняли видео так, как будто бы это на самом деле геологи. Но ряд факторов указывали на то, что это все-таки фейк. Например, номера машины, на которые они приехали, эти геологи, были завешены какой-то белой тряпкой там, или бумагой. То есть номеров не было видно. Плюс еще ряд моментов. Ну, собственно говоря, тоже только после запроса вот этой самой организации, которая якобы проводила там геологоразведку, стало понятно, что это фейк. Все бывает в практике журналистской, я хочу сказать. Это наша недоработка, это наша ошибка. Это надо признавать. Но это вот условия, в которых мы сейчас работаем. К сожалению, поверить в то, что журналисты преследуют сейчас, очень легко. Потому что это происходит сплошь и рядом. Посмотрите список иноагентов. Сколько там журналистов. Посмотрите, например, на судьбу Ольги Комлевой, которая снимала события в Баймаке. За ее преследуют судебно, она сидит в СИЗО, и она внесена в список экстремистов-террористов. Масса примеров, поэтому поверить в то, что кого-то из журналистов преследуют за его позицию, очень легко. А теперь я прочитаю сообщение от самого Гаделя Исмуратова. Надеюсь, это он. Надеюсь, в очередной раз нас не развели. Но тем не менее. Вот буквально сегодня пришло сообщение. Сейчас я его прочитаю. Вот. Собственно говоря, он подтверждает, что ничего не было. Я спросил его, вы подтверждаете, что не было ничего, никаких угроз и так далее? И он ответил, не было. Вот. И мы договорились, что переговорим с ним, запишем интервью. Вот. Он пишет, что я прямой человек, если принимаю вызов, то делаю это открыто. Хабиров ничего плохого мне не сделал, и у меня нет желания очернять его. Да, есть у него минусы, много, но это не повод вести с ним нечестную игру. И телеграм-канал, который за его именем ведется, там, сколько там, 55 подписчиков, это не его. Вот это самое важное. То есть некий фейковый, по словам журналиста, канал, который пользуется именем честного журналиста Гаделя Ишмуратова и начинает там вести какую-то нечестную игру. Там в основном, я помню, посмотрел его содержание, идет что-то против Хабирова, какая-то информация. Ну, мы об этом еще раз расскажем. Давайте теперь к другим новостям перейдем. Давайте теперь немножко отвлечемся от событий прошедшего дня. Послушаем, давайте фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас был в гостях социолог Арсен Нуриджанов, и мой коллега Дмитрий Колпаков спросил его про очень всех волнующую ситуацию с создателем ВКонтакта и Телеграма Павлом Дуровым. Мы говорили о свободе слова и демократии. Давайте послушаем, что же сказал Арсен Нуриджанов.
Основателя Телеграма Павла Дурова задержали в Париже. Насколько вы думаете, это льет воду на мельницу кремлевской пропаганды и насколько действительно это влияет на свободу слова? Ну, смотрите, что касается кремлевской пропаганды. В сети появилось даже обращение Жириновского к Дурову, которое датировано несколькими годами ранее, когда он ему настоятельно рекомендует подумать о возвращении домой. Об этом неоднократно говорил и наш президент. Ну вот, видите, как история, какие замысловатые коленца вытворяет. Дуров ушел из России и берег невинность и девственность Телеграма, не давая, значит, ключи шифрования спецслужбам России, считая, что тем самым делает благое дело, защищает, значит, приватную информацию участников Телеграма. Но вот на Западе спецслужбы по-другому думают и считают, что тем самым он является соучастником целого ряда преступлений, таких как экстремизм, терроризм, педофилия и так далее и тому подобное. Достаточно серьезный набор. Некоторые аналитики говорят, что до 20 лет наказание может ему во Франции светить. Тем более ордер был выписан не вчера, когда он прилетел, там не позавчера, а гораздо ранее. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что все спецслужбы мира хотят контролировать все потоки всевозможных сообщений для того, чтобы понимать, где можно предотвратить, профилактировать те или иные преступления против власти, общества, населения. Видимо, это объективный такой момент сегодняшней истории мира. Ну, не говоря о том, что мы видим, что так называемая свобода слова везде фактически тоже поддавливается, да, и цензура вводится и в США, и в Западной Европе. Ну вот, такое время мы живем, поэтому тут как бы говорить о том, что мы как-то сильно выбиваемся из этого ряда, не приходится. Товарищи, которые очень любят нас поучать по всяческому поводу и тыкать нас в разные места, фактически мало чем отличаются от нас. Арсений Андреевич, на ваш взгляд, смотрите, вот как бы Дуров не отдал ключи Кремлю, он отдаст ключи Елисейскому дворцу? Ну, слушайте, Кремлю не хватило, видать, креативности. Надо было им тоже, конечно, Дурову посадить. Тогда бы все гораздо быстрее бы решилось. Посидел бы недели две, а то и двоечка, как говорил президент наш. Глядишь, все бы отдал. То есть, получается, наши спецслужбы достаточно мягко подходили к этому вопросу, ну и просили по-хорошему, что говорится. Отдаст, безусловно, отдаст. Причем отдаст везде, в какую бы страну ни приезжал, будут по цепочке сажать, пока все не передаст. Такое время. На ваш взгляд, какая реальная его участь? Я думаю, сможет договориться с французским правосудием и с французскими спецслужбами. Но Или откупиться? Ну, не откупиться, а выполнить все их требования. Но тут возникает следующий вопрос. Сказав А, надо говорить и Б. Тогда надо взаимодействовать и со службами родного государства, конечно. Появилась информация, что якобы кремлевским чиновникам и чиновникам класса А дали команду немедленно удалять свои переписки из Телеграма. На ваш взгляд, вот это обосновано чем-то? Конечно. Это именно этим обосновано. То есть, если ключи шифрования попадут в руки хотя бы одной иностранной спецслужбы, это значит, что она получит допуск ко всей информации, которая в Телеграм, в том числе и к российскому сегменту. И в том числе, конечно, к переписке всех чиновников, всех мастей. Но я так думаю, что в Телеграме не только чиновники, там, наверное, и военные, и спецслужбы общаются, и МВДшники, там и прокуратура. Там много чего интересного можно найти. На ваш взгляд, Илону Маску есть чего опасаться? Что думаете, там чиновники друг другу пересылают какие-то компрометирующие друг друга фотографии, значит, в обнимку с падшими женщинами? Вряд ли. Но опасаться есть того, что утечет какая-то важная информация, стратегическая, возможно, информация, тактическая информация, научная информация. Ведь в наш век информация имеет ценность, и эта ценность порой гораздо выше, чем ценность денег, золота. Да? Ну вот мы видим, тот же биткоин фактически является набором информационных цифр, а какую стоимость имеет? Смотрите, наоборот, Запад сейчас демонстрирует то, что он лояльно относится к таким вещам. Ассанжа простили вот на днях буквально. Все хорошо там. Ассанжу сам уже в заточении сколько там просидел? 20 лет, наверное. Сам себя наказал. За что его теперь? То, что уже давно рассекречено, наверное, в Америке, за это его сажать. Я думаю, что Ассанж это не показатель. Понимаете, какая ситуация складывается? Напряжение в мире очень сильно растет. И это не просто какие-то пустые слова, это действительно так. Обострилось противостояние между крупными державами, между блоками. Идет борьба за то, что будет мир однополярный или многополярный. Байден только что опять же говорил, что вот Америка лидер, и это лидерство попытается всячески, значит, за собой сохранить.
То есть это фактически ультиматум на то, что мы имеем право на однополярный мир, где мы хозяева. Да, ряд стран с этим не согласен. Конечно, возникают вот такие вот точки бифуркации, да, как вот у нас это возникло с СВО. Соответственно, роль всевозможных спецслужб по добыче информации, по работе с потенциальным противником резко возрастает. Ну вот ничего не остается другого, как идти по этому пути. Сегодня свобода и демократия, они немножко подвинуты в угоду, если можно так сказать, безопасности. Итак, напоминаю, это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием социолога Арсена Нуриджанова, где говорили о свободе слова и демократии в том числе. И вот Арсен Нуриджанов высказал такое мнение, что сейчас свобода слова и демократия поджимаются ради безопасности. Но мы все прекрасно понимаем, что требованиями безопасности можно много чего объяснять, но когда нет свободы слова, нет демократии, то и безопасность тоже будет страдать. Это мое личное мнение. Я уверен в том, что лучше свободы слова и демократии, пусть они со всеми недостатками, быть ничего не может. Продолжим тему, продолжим освещение вчерашних событий. Про Баймак давайте еще пару слов. Рассмотрение дела 3 фигурантов баймакского дела в суде в Тольятти было отложено в 5-й раз. 26 августа должно было состояться рассмотрение дела 3 фигурантов Халида Ишкуватова, Ильфата Ишмуратова и Закира Кульмухаметова. Рассмотрение дела было отложено на 29 августа из-за неявки в суд потерпевшего. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Суд, заседая по этому делу, откладывается уже в 5-й раз с 3 июля, когда его начали основания. Напомним, Халид Ишкуватов, Ильфат Ишмуратов и Закир Кульмухаметов обвиняются по статьям об участии в массовых беспорядках и о применении насилия представителям власти. Что здесь в этой истории интересно? Интересно то, что, во-первых, лично меня, например, смущает и возмущает то, что дела вот этих фигурантов баймакского дела рассматриваются за пределами Башкортостана. И это тоже объясняется соображениями безопасности, кстати. Вот. По понятным причинам не хотят повторения баймакских событий. Ну, такое есть, видимо, аргумент в лице тех, кто передает эти дела за пределы республики. Второй момент. По этой причине очень сложно попасть на судебное заседание журналисту из Башкирии. Правильно? Это надо выписывать командировку, ехать, заходить, как говорится, в зал, там, собственно говоря, проводить время, расходы и прочее, далеко. Тем более, если ты приедешь, а еще это заседание отложат, то есть впустую приехал, фактически. Но и еще интересный момент. На самом деле есть возможность, тем не менее, получать информацию из зала судебного заседания, потому что заседание-то открытое. Любой человек может туда прийти. Любой. Любой человек может прийти, включить диктофон на телефоне, записать, как идет ход суда, чтобы потом это все сделать достоянием общественности. Это не сложно. За это не наказывают. Это предусмотрено законом. Аудиозапись в суде разрешена. Видеозапись надо спрашивать разрешение. Аудио нет. Плюс судебное заседание открытое. И это и является гарантией, одной из гарантий справедливости судебного расследования заседания. Вот. И есть люди, которые этим занимаются. Есть такая правозащитная организация, гражданский контроль. Пусть признанная в России иноагентом, но тем не менее, она этим занимается. И даже они какие-то расходы, часть расходов могут оплачивать тем, кто участвует в их программе как наблюдатель. То есть, соблюдает все правила, беспристрастность, объективность и так далее. Вот. Это, в общем, есть специальная даже организация. И они направили туда, в Тольятти, своего человека. Направили. Но ее не пустили хитрым образом. Перенесли рассмотрение судебного дела в другой зал и сразу начали. То есть, не известив всех. Вот. И поэтому наблюдатель не попал туда.
И поэтому мы не знаем, что там было конкретно. Известно только то, что был там допрос одного из потерпевших. Вот и все. А что говорили, что именно сказал человек, в каких условиях это происходило, мы не знаем. Мы знаем только по первому заседанию, на котором был журналист Алексей Мельников из Оренбурга по нашей просьбе, что люди пришли, что людей привели в кандалах. Ну и плюс еще мы об этом же подтверждение получили на одном из других процессов. Вот только вот это мы понимаем, что людей приводят как бы подсудимых, фигурантов Баймакского дела в кандалах. Вот. А что говорят, что происходит, мы не знаем. И это очень неправильно. Потому что дело-то на самом деле, как идет судебное разбирательство, это важно. Это как раз один из элементов демократии. Открытое, судебное, справедливое, объективное разбирательство в суде. Это один из столпов демократии. Суд должен быть независимым. Суд не должен ни на кого оглядываться, ни на там, президента, ни на главу города, ни на главу области и так далее, и так далее. Ни на какого-то там представителя МВД, ни на адвокатов он не должен опираться, ни на обвинение. Он должен сам принимать решение, судья. Вот. А мы этого не знаем. Почему это происходит, это другой вопрос. И вот сегодня в эфире у нас будет активист из Стерлитамака Денис Громов, который хочет тоже, в том числе, именно по баймакским событиям высказаться, как он предупредил. Разговор будет жестким, и живым, естественно. То есть, вот, я думаю, настраивайтесь на наш канал еще и в 11 часов, если вы хотите что-то узнать про баймакские события. Ну, еще одна тема, которая постоянно как бы в поле нашего зрения, это выборы. Выборы в республике, в том числе ситуация в Уфимском районе, она потихонечку как бы все равно развивается. Тем, кто не помнит, сейчас напомню, вчера была новость по этой теме. Кассационная инстанция оставила в силе решение Верховного суда республики по жалобе коммунистов на решение территориальной избирательной комиссии Уфимского района. Об этом сообщил нам, не нам, всем, бывший депутат Госсобрания Республики Рустам Хафизов, который как раз и есть в числе партийного списка КПРФ, в числе 19 кандидатов в депутаты по выборам в Совет Уфимского района. Хафизов Рустам тоже там есть. Вот. А вот теперь подоплека, вспомним, что происходило. Во-первых, суд 8 июля территориальная комиссия Уфимского района отказала уполномоченному в регистрации и в заверении списка, соответственно, кандидатов от КПРФ из-за технической ошибки, которую они увидели в избирательной комиссии, но не сказали, промолчали. Сказали, вот, сами все должны разбираться. Хотя по закону есть такой пункт, который говорит, что людям надо давать право на исправление технических ошибок. Не сделали это в избиркоме по каким-то причинам в Уфимском районе. Отказали в регистрации списка, соответственно, партии КПРФ. Целых 19 человек были лишены права быть представленными на выборах. 19 округов, 19 человек. Вот. Потом коммунисты это обжаловали. В апелляции в Верховном суде республики они получили поддержку в том плане, что суд обязал комиссию Уфимского района зарегистрировать уполномоченного от партии и заверить список кандидатов. То есть следующий шаг после заверения — это регистрация списка кандидатов. Сергей Жуков, это председатель избирательной комиссии Уфимского района, исполнил данное решение суда, пусть через 5 дней. Несмотря на то, что суд должно исполняться решение в день, день в день, но через 5 дней выполнил, заверил список. Но регистрировать список не стал. То есть, тем не менее, кандидаты своего избирательного права были лишены. Вот. И этот Жуков, решив оспорить решение апелляционной инстанции, обратился в кассационную инстанцию в Самаре с иском, чтобы отменили предыдущее решение Верховного суда Башкортостана. В кассации с доводами Жукова не согласились. В общем-то, по-прежнему остается в силе решение, что территориальная избирательная комиссия неправомочно не заверила список кандидатов от КПРФ. Но следующего шага за регистрацией нету, потому что был другой судебный иск, который сказал, что да, ребята, вы пропустили свои сроки, вы не предоставили документы, там сроки все жесткие. Документы коммунисты предоставили, на самом-то деле, в срок нужный, но, как говорится, казуистика бюрократическая в силе.
суд и прокуратура аргументируют, что, извините, ребята, когда вы подавали документы, вы тогда не были выдвинутыми кандидатами. Типа не имели такого права. Хотя то, что они такой статус не получили, это решение было незаконно, это признано судом. То есть, соответственно, если ты сообщил, сделал какое-то нарушение, потом принимаешь решение на основании вот этого незаконного решения, все остальные решения должны быть тоже признаны незаконными. Это, на мой взгляд, логично. Вот. Ну, суд считает по-другому. С прокуратурой вместе. Вот и комментирует эту ситуацию все Рустам Хафизов так. Конституция попрана, федеральные законы и права избирателей нарушены и растоптаны. Территориальная избирательная комиссия Уфимского района продолжает свою работу, а 19 коммунистов продолжают свою борьбу. Точка. Вот. Ну, если хотите, могу сказать, что, скорее всего, в списках, вернее, в бюллетенях на выборах в муниципальный совет Уфимского района фамилии коммунистов вы не увидите, я думаю. Мы не увидим. Я не знаю, кто там будет голосовать из нашей аудитории. Но, тем не менее, наверняка есть кто-то из Уфимского района. Скорее всего, никого от КПРФ вы не увидите. Это мой прогноз. Вот. К сожалению, бюрократическая казуистика победила в этой ситуации. Бюрократия победила демократию. Почему я говорю, что демократия это лучше, чем все остальное, хотя недостатков масса. Конечно, масса. У демократии есть и свои достоинства, и свои недостатки. Тем не менее, бюрократия хуже. О том, что бюрократия хуже, следующий сюжет демонстрирует. Об этом рассказал первым телеграм-канал Мэш Баташ. В Бирском районе затопило школу, которую недавно отремонтировали за 26 миллионов рублей. Это случилось после проливных дождей. Все происходит в Бирском районе, напоминаю, в школе села Бахтыбаево. Там залило первый этаж. Там сделали капитальный ремонт в 2022 году. Но вот про отмостку, которая должна отводить воду от здания, забыли. Потому что этих работ в смете не было, по словам чиновников. Вот. А директор школы сказал изданию Мэш Баташ, что на бетонную полосу просто не хватило денег. Вот. И в итоге тоже некая маленькая бюрократическая закорючка, какую-то строку работ кто-то забыл, постеснялся, не доработал, не включил. Школу залило, деньги потрачены. 26 миллионов рублей. Школу залило, теперь ее надо снова ремонтировать. Пусть там не так капитально, но тем не менее. И решать проблему с отводкой, с ливневкой и так далее надо. Иначе это будет повторяться из года в год. От дождя к дождю, как говорится. Напоминаю, что на нашем канале идет голосование. Голосуйте. Скоро мы подведем итоги голосования. Вопрос простой. А как вы собираетесь праздновать юбилей Уфы? 3 варианта ответов. Можете выбрать самый лучший, который для вас кажется подходящим, и проголосовать. Мы продолжим обзор прессы. Прокуратура внесла представление в администрацию Кармаскалинского района из-за предоставления земли многодетным семьям без соответствующей инфраструктуры. Об этом рассказали, собственно, самой прокуратуре. Напомню, об этом мы рассказывали в предыдущих эфирах, что вот в селе Сихонкино в Кармаскалинском районе предоставляют, значит, льготным категориям граждан земельные участки, но они не оборудованы ничем, ни дорогами, там, ни остальным, там, ни светом, ничем остальным, ни газом. Вот. Прокуратура провела проверку по сообщениям, значит, СМИ и так далее, и пришла к выводу, что, значит, так не должно быть. Права этих граждан не восстановлены. И прокурор направил в суд заявление о том, чтобы администрация района обустроила участки необходимой инфраструктуры. Ну вот тоже как бы некий момент, когда у нас элемент демократии срабатывает. То есть пишут, люди обращаются, журналисты освещают ситуацию, прокуратура реагирует. То есть так должно быть в принципе. Для чего нужна пресса? Чтобы что-то такое неправильное, несправедливое освещать, высказывать, показывать. Потом на это обращают, соответственно, внимание правоохранительные органы. Так должно быть. Ну, происходит вот так не всегда, потому что у нас, к сожалению, очагов журналистики такой независимой все меньше и меньше. И даже если они есть, мы, к сожалению, можем допускать даже ошибки. Вот, по примеру, ситуации с журналистом Гаделем Шмуратовым, в отношении которого не было никаких угроз, как он сам признает, пишет, по крайней мере, сейчас. Потом мы должны убедиться в этом, уже записав интервью с ним. К другим
другим новостям. В Уфе задержали начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС Башкортостана. Об этом сообщили многие СМИ. По данным РБК Уфа, это руководитель Центра Андрей Кузнецов. И по версии следствия, значит, он через посредника получил взятку за помощь в получении прав на управление маломерным судном и гидроциклом. То есть там, по версии следствия, вообще интересная ситуация. Он сам лично прошел проверку, теория, значит, за аттестуемую какую-то женщину, девушку, а потом ждал указания выдать положительный результат проверки. Какую взятку он получил, сколько именно, пока это не разглашается. Еще есть еще одна новость, тоже из зала суда, как бы фактически. В Объединенной пресс-службе судов республики сообщили, что суд принял решение жителей Уфы оштрафовать на 120 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет более 20 иностранцев. Вот. Статья называется «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания». Суд установил, что мужчина в течение с ноября 23 по май 24 года предоставил недостоверные данные о постановке на учет вот этих вот иностранцев. Всего 50 человек, иностранных граждан, так он поставил на миграционный учет. Сам он признал свою вину в 24 случаях. И вот его оштрафовали на 120 тысяч рублей. Если вы посчитаете, 120 тысяч разделите на 24, за каждый случай по 5 тысяч рублей штрафа. Вот. И тут как бы тоже непонятно. Наверняка, если это все было сделано, то сделано не безвозмездно. И сколько там он денег получил, как бы не уточняется. И непонятно вообще, получал, не получал. Или он по доброте душевно это делал. Что, в общем-то, и такие случаи есть. Надо признать. Но, тем не менее, я думаю, вот этот